Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Вот о чем расскажем в этом выпуске. 10 внутрирегиональных рейсов задержали в аэропорту столицы республики, причем утренний туман не стал причиной переноса вылетов. Первых пациентов новый кардиологический центр планирует принимать уже в первом квартале нового года. Расскажем о ходе строительства. Обмен молодежью, совместные проекты и реализация сотрудничества между Якутией и Японией. Эти темы стали ключевыми при встрече генерального консула Японии с правительством республики. После подписания президентом России Владимиром Путиным указа о нерабочих днях в ноябре специалисты компании «Росгосстрах» зафиксировали всплеск интереса к страхованию выезжающих за рубеж и сокращение продаж полисов страхования путешествующих по стране. Наибольшей популярностью пользовались полисы временно выезжающих за рубеж для поездки в Турцию и на Кипр. По данным Росгосстраха, статистика продаж показывает, что переждать карантинную неделю россияне хотят в теплых странах и при этом ориентируются на страны, где пропуском для въезда в разгар пандемии коронавируса может быть сертификат о прививке отечественной вакциной «Спутник Ви». Тем временем ситуация с заболеваемостью ковидом в Ленском районе с каждым днем ухудшается. Ежедневно растет число тяжелых больных, переполнено отделение реанимации и инфекционное отделение. Также много заболевших детей. Более подробно расскажем в нашем сюжете. 71 пациент находится в инфекционном отделении, из них 24 человека в реанимации. 3 на искусственной вентиляции легких. За последние сутки умерло 2 человека. В Витимском отделении проходит лечение 15 человек, из них 3 пациента в тяжелом состоянии. В октябре уже зафиксировано 327 случаев зараженных COVID-19, 18 погибших. Такие ужасающие цифры зафиксированы на сегодняшний день. Ресурсов у нас не очень много, врачей у нас не хватает, медсестер у нас не хватает, и поэтому обеспечение вот такого количества больных, это, я считаю, что просто безответственность конкретных граждан, которые отказываются прививаться. Реанимационное отделение переполнено. Врачи работают в авральном режиме, на износ. Люди умирают и от ковида, и от сопутствующих тяжелых заболеваний. За весь период пандемии умерло 3 вакцинированных пациента. Там у всех людей доказанная сопутствующая тяжелая патология. То есть их организм просто не справился. Прививка в данном случае, насколько могла, защитила, но не справилась. Все остальные умершие были не привиты. Болеть начали и дети. Переносят они COVID-19 тоже тяжело. Детское отделение заполнено полностью. Такого количества больных пневмонией, по словам врачей, не было давно. Сейчас подъем заболеваний идет в дошкольной группе, и болеют дети, в том числе и школьники. У нас есть один ребенок, который вывезен в Якутск с 60% поражением легких в Якутске на искусственной вентиляции. Вакцинация в районе идет медленными темпами. Люди отказываются прививаться, сами толком не понимая причин такого решения. За все время пандемии вакцинировано немногим более 14 тысяч человек. Это очень мало. По словам заместителя главного врача Светланы Куц, с такими цифрами долго ждать создания коллективного иммунитета. Сегодня в районе усилен контроль за соблюдением масочного режима. В нерабочие дни будут проводить рейды сотрудники Роспотребнадзора и административной комиссии. По QR-кодам теперь работают библиотеки, спортзалы и места общепита, кафе и рестораны. Тем, кто нарушит установленные правила, грозят большие штрафы. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. 10 внутрирегиональных рейсов задержали в аэропорту столицы республики. Внутренний туман не стал причиной переноса вылетов. Согласно онлайн-табло, перенесены вылеты самолетов авиакомпании «Якутия» в Тикси неудачно 25 октября, в Среднеколымск-Певек и Усть-Неру 26 октября. Также на пару часов задержаны рейсы в Черский, Среднеколымск-Певек, Чукурдах, запланированные на сегодня. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, метеоусловия позволяют совершать вылеты. Причины задержек рейсов не связаны с деятельностью аэродрома. Вылеты задержаны из-за неполадок в расписании, вызванными ремонтом бомбардье Dash 8 Q300. Авиакомпания прилагает все усилия для выполнения рейсов, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».
Порядка 800 миллионов рублей потребуется на строительство противопаводковых сооружений в Верхневилюйске. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев, комментируя итоги прошедшего совета при полпреде в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе. Вопрос по строительству объекта ставится давно, с 2015 года. Но раньше, к сожалению, федеральной поддержки и финансирования не было. Сейчас принято решение о выделении средств в размере 700 миллионов рублей в течение 3 лет, отметил глава республики. Финансирование начнется со следующего года. На финишной прямой строительство республиканского кардиологического диспансера. Сейчас здесь ведутся отделочные работы. На данный момент стройготовность объекта составляет 90%. Кроме того, навигацией завезено все основное медицинское оборудование, среди которых компьютерные томографы, современные системы стерилизации инструментов и аппарат МРТ. В здании уже подведено электричество. Для бесперебойной работы большого центра энергетики построили 2 комплектные трансформаторные подстанции. В 8-этажном здании общей площадью 15 тысяч квадратных метров будет 150 коек для пациентов. Здесь будут располагаться кардиология, нейрососудистое отделение, неврология и центр сердечной недостаточности. Первых пациентов новый центр планирует принимать уже в первом квартале следующего года. Готовность объекта сегодня находится под чутким контролем и мониторингом главы республики Айсена Сергеевича Николаева. Идет монтаж медицинского оборудования, прием медицинского оборудования. Вот на сегодня, вот сейчас мы стоим в центральном стерилизационном отделении. Вот уже специалисты приехали. Это тоже специальное оборудование, да? Это специальное оборудование. Наш центр будет представлен уникальными оборудованиями. Хочу сказать, что магнитно-резонансный томограф – это 4 в мире, и 4-й у нас будет представлен в нашем Национальном центре медицины. И хочу сказать, что эти гибридные операционные, они улучшат оказание и доступность качества медицинской помощи нашему населению. В общественном транспорте Якутска усилен контроль за соблюдением санитарных норм. Так регулярно подвергаются дезинфекции все выходящие на маршрут автобусы столицы. О том, как это происходит, в материале Марфирины Алексеевой. Обработка озонатором воздуха является одним из сильнейших дезинфекторов. Средняя концентрация озона убивает множество патологических микроорганизмов, не допускает развитию инфекционных заболеваний, проникает в текстуру материала и даже уничтожает паразитов. Озонатор ОЗ-110, профессиональное оборудование. Вот мы по салону автобуса в гараже перемещаем, вот, по салону автобуса. Вставляем, включаю, минута на 3, салон, двери все закрываю и ухожу. Помимо озонирования, которое проводится раз в 2 дня, ежедневно на каждой конечной станции делают влажную санитарную уборку. Особое внимание при обработке уделяется контактным поверхностям. Зелени, шпоры, все. Все, где держаться, да, там, вот двери. Все нормально, этот вопрос у нас. Уважаемые пассажиры, будьте добры, соблюдаем масочный режим. Маски надеваем, вот сейчас. А вот таким обходом комиссии по междугородним маршруткам проводится усиленный контроль пассажиров на наличие защитных масок. С приближением нерабочих дней в связи с эпидситуацией и далее на протяжении всех выходных подобные комиссии будут воспроизводить обход в усиленном режиме. В случае выявления нарушений составляется протокол, акт и дело направляется в городской суд. В каждом салоне автобуса имеются маски, которые могут быть предоставлены пассажирам автобуса, которые по той или иной причине не имеют маски при входе в салон автобуса. Кроме этого, у нас имеются все дезинфицирующие средства. По 9 пригородным маршрутам от Якутской пассажирской транспортной компании курсируют 33 автобуса. По 18 внутригородским – около 250. Напомним, что на территории республики по-прежнему действует масочный режим, который обязывает граждан надевать средства индивидуальной защиты, в том числе в общественном транспорте. Марфирина Алексеева, Григорий Хлопков, Якутск. И к другим темам. Для получения гранта в форме субсидий социальным предприятиям необходимо пройти конкурсный отбор. Минпред Якутии сообщает, что срок приема документов завершится 29 октября. Грант предоставляется при условии софинансирования предприятием расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства в размере не менее 50% от общих расходов, предусмотренных на реализацию проекта. Максимальный размер гранта в форме субсидий составляет до 500 тысяч рублей на одного получателя и 1 миллион рублей на
на одного получателя поддержки, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в арктической зоне. Обмен молодежью, совместные проекты и реализация сотрудничества между Якутией и Японией. Эти темы стали ключевыми при встрече генерального консула Японии в Хабаровске Фурутой Кейко с правительством республики. На совещании обсудили возможность обмена молодежью в сферах культуры, науки и образования. Генконсул отметила, что это станет возможным, как только в мире ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. Кроме того, ключевой темой стало развитие агрокомплекса «Саюри». На территории региона уже успешно работают круглогодичные теплицы, где выращивают ягоды, зелень и овощи. Он насыщен современными передовыми технологиями, что позволяет обеспечивать качественной продукцией жителей республики в любое время года по доступной цене. Ну, уже, наверное, вы знаете, у нас здесь есть совместные проекты. Ну, Саюри, знаете, да, так овощи выращивают в теплице. Это японская техника. Совместно якутянам. И приятно, и нам угощали свежие овощи и клубники. И еще несколько возможностей мы видим, потому что у нас есть технологии производства водорода или аммиака, а у вас в Якутии есть огромные природные ресурсы. Мы можем вместе работаем, тогда мы откроем новые страницы в сотрудничестве. Я так думаю. Первый самый крупный объект образования в скором времени появится на территории микрорайона Прометей. Это будет самая большая школа на территории республики. Сюда пойдут учиться 990 школьников. Объект сдадут в следующем году, но дети сядут за парту только в 2023. Это связано с тем, что школу после завершения строительства передадут в собственность города, а данная процедура занимает некоторое время. Между тем, по словам застройщика, сегодня строительная готовность объекта составляет порядка 50%. Тепловой контур полностью завершен, начаты работы по обшивке фасада. Помимо этого ведутся работы по установке системы вентиляции и электромонтажные работы. В ближайшее время начнутся отделочные работы. По благоустройству мы проделали тоже очень большую работу. Мы большую территорию сделали подготовку под стадионы, под детские площадки, под игровой комплекс, для того, чтобы уже в мае месяце приступить уже к наиболее благоустройству уже в полной мере и закончить все работы в сентябре, в августе месяце. Свыше 47% жителей Якутии переписались в течение 10 дней с момента начала всероссийской переписи населения. А более 14% населения республики прошли перепись через портал Госуслуги. Такую возможность переписаться самостоятельно на портале Госуслуги население получило впервые. И, как оказалось, услуга очень востребована. Перепись на портале показала, что жители республики готовы к новым цифровым форматам. Параллельно 1600 переписчиков с планшетными компьютерами обходят адреса, а также опрашивают жителей на более чем 200 стационарных переписных участках. Большой популярностью у якутян пользуется и перепись в МФЦ. Приоритет этой переписи населения – безопасность. Технологии защищают не только персональные данные, которые и не собираются, но и обезличенные данные. Именно они передаются с планшетов и через портал. К этому часу пока вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.